Приветствую вас, дорогие подписчики и гости канала. Вы на канале Таро Дома. Меня зовут Александра, и у меня для вас прогноз на 6 декабря. С этого дня у нас начинается предновогоднее настроение, да, потому что это у нас День Святого Николая, ну, по крайней мере, в нашей стране, да, то есть он теперь празднуется 6 декабря. Ну и с этого момента уже вот какое-то чувствуется такое предпраздничное настроение. Мы с вами посмотрим, значит, все 12 знаков по 6 знаков в двух частях. Это первая часть. Овны, 6 декабря. Покажите мне события дня для овнов. Так, смотрим овны. Тайна, первое, что я вижу. Откроется какая-то тайна. Домик, события в доме. Может быть, событие, праздник. Лебедя нельзя. О, хорошо. Сундучок — это прибыль. Цепочку нельзя. Дорога, может быть, машинка. Поездка. Подсвечник, надежда. Кораблик, ожидание. Застолье, бокал и удача. Еще вот есть рядышком. Так, значит, смотрим, что получается. Как что получается? Периметр. Чуть не забыла. Не, периметр не вижу. Ну вот, поэтому, видимо, сразу мне захотелось перейти к событиям. Значит, смотрите, в этот день откроется тайна. Это у нас будет среда. Может быть событие застолье, поездка, удача, ожидание в этот день. То есть чего-то будете ждать. Прибыль будет, финансовые поступления и надежда на этот день. Так что события все хорошие. То есть из минуса выпало только ожидание. Ну и то это не минус, это такое нейтральное, да, потому что ожидания не всегда приятны. А так много хороших событий. Благодарю за внимание, умны. И перехожу я дальше к тельцам. Смотрим тельцы. 6 декабря. События дня для тельцов. Покажите мне. Среда. Первое событие — весы. Колебания, сомнения. Ножницы. Свидание. Подсвечник, надежда. Либо это может быть еще романтика. Да, вот если подряд выпадают или рядышком выпадают. Месяц также еще есть. Колодец нельзя. Угу. Так, смотрим. Нет, нет. Шарики нельзя.
Чемодан еще есть. Чемодан временная разлука. Здесь нет. Колокольчик. Значит, смотрите, что я вам тут понаходила на среду. Первое показывает, будут колебания, сомнения в среду могут быть у вас. Да, то есть, когда из двух вариантов человек выбирает, да, то есть есть такие сомнения. Дальше будет решение вопроса по ножницам, свидание, ну или какая-то приятная встреча, надежды. Возможно, надежда на решение вопроса. То есть, и видите, карту показывает, что вопрос решится. Свидание, пустые разговоры, болтовня. Событие, которое повторяется каждый месяц. Или имеет какую-то цикличность. Может быть, там каждые 10 дней, допустим. Тоже будет в этот день. И может быть временная разлука, расставание. Чемодан с кем-то в этот день. Вот такие события для вас. Благодарю за внимание, тельцы, и я перехожу к близнецам. Так, сейчас сначала соберем. Близнецы. Смотрим. 6 декабря. Среда. События дня. Угу, цыпленок. Вроде как вижу, что что-то совпало. Цыпленок. Рыба. Рыба не очень хорошо. Книга «Казенный дом». Госучреждение. Победа. Кстати, победа, смотрите, в госучреждении. Солнышко радости. Как раз, видите, еще с книга ложится и радость. Ну, понятно, от победы. То есть, вот если вы что-то запланировали на среду сделать, то точно вас ждет победа. Хорошие новости, шарики. Угу. Общение с друзьями. Яблоко здесь нельзя было, не сказала. Ножницы и решение вопроса. Да, то есть вопрос не просто решится, а решится как-то вот в вашу пользу, вашей победой. Так, здесь нет, смотрим, нет, нет. Подарок. Ну, тут опять же, смотрите, возможно, вы получите подарок, да, вот победив, а возможно, подарок поможет победить. Тут как бы такая ситуация, может быть и так, и так. Цветочек, исполнение желания. Ну, у вас прям очень хорошее событие, за исключением только рыбы. И очень много событий. Ну, здесь нет. Получается, смотрите, сколько, 4, 5, 8, 10 событий. Значит, и из хорошего, ну, в принципе, тут все хорошие, кроме рыбы, из хорошего исполнение желания, общение с семьей, с детьми, подарки, победа, радость, посещение госучреждения, решение вопросов, общение с друзьями, хорошие новости. А из минуса рыба – это скользкое дело. Ну, то есть, когда вас пытаются втянуть в какую-то схему, и вам надо быть осторожными. То есть, вы можете стать рыбкой, которая попадется кому-то на крючок. Вот такое предупреждение. Ну, может быть, много других карт, ведь и хороших. Может быть, как-то вы сможете избежать этой неприятной ситуации. Выйдете победителем, да, из этой схватки. Благодарю за внимание, близнецы. И перехожу я дальше к ракам. Так, раки.
Поехали, смотрим. 6 декабря. События дня для раков. Бабочка. Деловой разговор. Интересно, только что до вас у блинцов было очень много событий, а у вас одно. Или я что-то пропустила, возможно. Возможно. Также, смотрите, есть еще по периметру колебания, сомнения. Нет, нет, нет. Нет, не вижу. Я не вижу больше. Если вдруг вы что-то найдете, тут, в принципе, события подписаны. Многие уже смотрят давно, уже и без меня знают, да, то есть, значит, ага, вот есть домик. Есть домик. Еще, ну, возможно, где-то еще что-то пропустила. Значит, смотрите, что я увидела. 3 события. Первое – это деловой разговор в этот день, в среду, деловое общение. Второе – может быть какое-то событие, мероприятие. И также в этот день могут быть колебания, сомнения. Еще увидела, пока говорила, конфликт. Ну, как бы не очень хороший, но, видите, напоследок еще увидела скандал, конфликт, выяснение отношений, ругань. И тут же выпадает рядышком колебания, сомнения, да, то есть какие-то, возможно, они будут связаны с вот этой ссорой. Ну, в принципе, зная об этом, вы можете этого и избежать, конечно же. Так что вот такие события для вас. Раки на среду. Благодарю за внимание. И перехожу дальше ко львам. Смотрим, левушки. 6 декабря. Декабря, львы. Покажите мне. Исполнение желания, цветочек. Гости. Чашка чая. Змея. Сейчас я проверю периметр и... Ага, так, дорогу нельзя. Весы нельзя. Успех есть, вот лавровый венок.
Так, здесь нет. Я нашла только для вас, получится, 4 события на среду. В этот день какие у вас будут события, что вас ждет? Исполнится желание, да, то есть очень хорошо. Возможно, пойдете в гости или гости придут к вам, да, то есть какое-то общение с гостями. Успех в делах, в работе, тоже хорошо. Ну и вот единственный минус — это змея, да, то есть, ну, возможно, в гостях, да, то есть кто-то будет с острым язычком, да, то есть это человек, который может задевать, да, то есть жалить, что-то такое говорить неприятное, поэтому вот будьте готовы к общению с таким человеком. Еще иногда змея проигрывается как медработник, может проигрываться как человек по году рождения змея, то есть тут не всегда змея — это плохо, поэтому, ну, на всякий случай, да, то есть я и предупреждаю, что и так тоже может быть, да, то есть основное значение — это человек-язва. Но кроме этого, да, то есть по-разному бывает. Медработник тоже вот еще бывает. Ух. И змея, видите, убежал камешек у меня. Возможно, змея уползет от вас. Благодарю за внимание, львы, и перехожу к девам. Сейчас посмотрим, что у дев будет в среду. Так, девы. Ага, убежали. Не убежите. 6 декабря. И переворачиваются девы. Что такое? Все убегает, переворачивается, переверчивается, перекручивается. Сейчас посмотрим, что это за день такой. Девы, 6 декабря. Дева, 6 декабря. Что там у вас намечается такое? Книга — это посещение госучреждения, может быть, в этот день. Новости. Информация точно придет в электронном виде. То есть это может быть смс-ка, письмо на почту. Важная новость. Пустые разговоры. Смотрите, да, в казенном доме выпадают пустые разговоры. И корона. С каким-то очень важным, влиятельным человеком. То есть, скорее всего, он или она работает, да, то есть в казенном доме. Ну, опять же, да, то есть я привязала эти 3 события, но, может быть, у вас проиграется отдельно они, да, то есть лучше, конечно, не привязывать. Ключик хорошо. Лебедь нельзя. И будильник. Ну вот смотрите, видите, все-таки выпал этот будильник. Будильник — это предупреждение по времени. То есть будет какая-то нестыковка. То есть вы можете спешить, опаздывать. И у меня и карты, да, то есть у меня падали карты, которые тоже показывают спешку или быстрое движение. И переворачивались карты, тоже показывают, что что-то будет не так со временем, скорее всего, в этот день. Надо вам правильно все распланировать, рассчитать. Ну, периметр не вижу, горизонтали, вертикали я не нашла. Значит, что я нашла в этот день у вас? Новости какие-то важные, посещение госучреждения, пустые разговоры, болтовня, общение с влиятельным человеком, да, возможно, вот встреча будет с каким-то человеком, и как-то вот там вы можете опаздывать. Ключ, все в ваших руках, да, то есть все будет зависеть от вас в этот день, поэтому очень важно. И, в принципе, по ключу вы можете все и исправить. Да, то есть даже если что-то происходит, вы можете все перекрутить в свою пользу. И, ну, вот, и предупреждение по часам, по будильнику, да, что что-то не так со временем в этот день. Вот для вас такая информация на среду. Благодарю за внимание. Дальше перехожу к весам, а знаки от весов и до рыбок у меня будут во второй части видео. Значит, как найти вторую часть? Очень легко. Под этим видео внизу я оставляю ссылочку. Там написано ссылка на вторую часть. Нажимаете, переходите, и там будет продолжение, да, будут другие 6 знаков зодиака. Жду вас во второй части.